Здравствуйте всем! Добро пожаловать на канал Магия Песка. Старинные турецкие гаремные гадания на песке для вас. Дорогие мои зрители, гости, подписчики, всех вас сердечно благодарю за ваши лайки, за ваши хорошие добрые комментарии, за ваши донаты. Земной вам поклон. Мои хорошие, давайте сегодня погадаем на вас, на то, что вас ждет, что по судьбе на будущей неделе, что принесут, чем порадуют следующие 7 дней. Если вам тема интересна, пожалуйста, присоединяйтесь, загадайте на себя, назовите свое имя мысленно, либо вслух, спросите, что ждет меня на будущей неделе, что по судьбе, чем порадуют меня следующие 7 дней. Я думаю, вы все уже настроились, я убираю Назар. Прошу высшие силы дать мне возможность ответить на все ваши вопросы и послать для вас только самую важную, нужную и полезную информацию. Пусть высшие силы вводят моими руками, откроют нам то, что сейчас от нас скрыто. Хорошая цыпка, мне нравится энергия этой цыпки. Она очень такая добрая, мягкая и положительная. У нас не вышло каких-то острых линий, каких-то острых углов, нехороших рисунков. Ничего этого не вышло. Как-то, знаете, вот вода, идет энергия воды, такая спокойная, вот гладь, да, вот водное пространство, да, никакого волнения на нем нет, как зеркало даже, можно так сказать. Очень хорошая энергия. Вот в эту неделю прекрасно пойдут дела, связанные с лечением, со знакомствами, с примирениями, с налаживанием общения, будь то деловое, будь то личное. Вот сфокусируйтесь именно на этих вопросах. Если у вас что-то прям из ряда вон выходящее, какие-то острые моменты, серьезные проблемы, по возможности отложите. В эту неделю все начинания вот такого характера, они по времени будут пролонгироваться. То есть если дело можно решить там за пару часов, то вам на это дело потребуется несколько дней. Вот такая идет энергия. Неторопливая, спокойная, вот как тянется. Понимаете, вот тянется. У кого есть детки, вот слаймы, да, вот такие детские игрушки, которые можно растягивать. Вот у вас такая энергия идет. С одной стороны, хорошо, вы можете отдохнуть, вы можете посвятить время себе, своему ближайшему кругу. Ну а с другой стороны, тем, кому нужно быстро решать какие-то вопросы, дела, здесь, конечно же, придется удвоить, а то и утроить свои усилия. Мои хорошие, я вижу, у вас тут разговоров много. Будете говорить с кем-то, обсуждать. Люди интересные, все идут к вам с какими-то разговорами, тоже, знаете, такого характера за жизнь, за судьбу. Там просто, да, человек соскучился, хотел бы с вами поговорить, узнать, а как у вас дела, а как вы живете, чем занимаетесь. Знаете, вот такое все добренькое, тепленькое. Вот идет энергия, да, теплого пледа, хорошей такой атмосферы, горячей чашечки какао. И вы сидите, вот так согрелись, вам хорошо, вы чувствуете себя в безопасности. Вот такая энергия. Замечательно, просто прекрасно. Так, мои хорошие, давайте начнем с самых ближайших событий. То есть это у нас понедельник, вторник. Понедельник, вторник, долгая раскачка перед каким-то важным мероприятием, возможно, либо каким-то действительно важным заданием для вас, будь то работа, будь то ваша личная жизнь. Вы потихонечку пойдете, дела свои начнете решать, без всяких нервов, без всякого надрыва. Да, может быть, дольше по времени займет, но тем не менее, я вижу, что вы тоже особо спешить не будете. Нет у вас вот такой горячки, да, вот здесь и сейчас, здесь и сейчас. Таких, кстати, людей вы тоже на этой неделе не встретите, кто от вас прям будет, как за грудки вас трясти и требовать. Вот прям вы не положь, вы и положь. Такого не будет. Так, важный момент связан вот с каким-то человеком. 2 человека, мужчина и женщина, они куда-то собираются, они, то есть планы у них какие-то, либо действительно что-то намечено у них.
да, куда-то, может быть, ехать, что-то покупать, может быть, даже какие-то ходить чекапы. Неважно. Важно то, что они вместе, спокойно, вопреки ожиданиям женщины, потому что женщина как-то так, знаете, стала в боевую стойку и думает, ну, сейчас начнется цирк. Да, мужчину она своего знает, мужчина уже пару раз, скажем так, отличился, может быть, и не пару раз. Вот вы ждете от него каких-то фокусов, что он начнет там козни строить, что он начнет там нервничать, там, не знаю, к вам как-то вот приставать, стебать. Вот, вы этого ждете. А он возьмет, вот так ручку свою даст и скажет, ну, милая, родная, веди меня куда хочешь и делай со мной что хочешь. Я сопротивляться не буду. Так приятненько вы с ним походите. Если он не любит магазины, будет как паинька ходить, будет вас выслушивать и даже будет отвечать на ваши вопросы. Да, вот так вот себя поведет. Очень спокойненько, очень так размеренно. Знаете, он и сам задолбался с вами ругаться. Ему тоже хочется перемен. Ему тоже хочется спокойной жизни. Девочки, честно говорю, момент просто замечательный на то, чтобы с ним договориться, на то, чтобы зафиксироваться вот в такой идиллии. И дальше жить, вот не ругаться, созидать, любить друг друга, уважать друг друга. Ну и, конечно же, не играть у друг друга на нервах. Вот, поэтому фиксируйтесь, не ждите от него подвоха. Это нормальная его реакция. Он меняется, жизнь меняется, да и вы тоже меняетесь. Все, замечательно. Запланировали, пошли спокойненько, сделали, что вам надо. Вернулись, все довольные, все счастливые. Да, еще и вот смотрите, вы что-то домой будете тащить, какие-то покупки. Вот зачем пойдете, вот все у вас сложится, все у вас уладится. И никто, понимаете, не сможет вам ничего сказать. Хотя я вижу, тут какой-то очень субтильный персонаж, да, очень худой человек. И, кстати, болезненно даже, возможно, выглядящий, высокий и худой. Это может быть и мужчина, и женщина. Где-то попытается, да, может быть, попытается как-то вот на вас воздействовать. Но ничего не получится. Ваша энергия, она такая классная. Она вот, понимаете, течет, перетекает. Вот, она вас очень хорошо защищает. Дальше, мои милые, кто у меня отношения хотел бы строить, либо надеется, что отношения пойдут. В принципе, у вас тут все спокойненько идут разговоры, вы сближаетесь. Вы на правильном пути. Вы понимаете, что да, мы на правильном пути. И я, и мой будущий партнер, либо настоящий партнер. Да, сейчас мы не спешим. Да, сейчас мы проговариваем все моменты, все детали. Все прям по крупиночке собираем. Это правильно. И так должно быть. Кстати, мужчина может вас порадовать каким-то откровением. Что-то о себе расскажет. Немножечко приоткроет свой бэкграунд. Какую-то, может быть, тайну. Либо, знаете, какое-то свое мнение. Какой-то, может быть, свой страх. Либо испуг из прошлого. Что-то он вам расскажет, поделится. Ну, у вас такое настроение будет. Доверительное, теплое. Вот, слушайте внимательно. Вот то, что он вам расскажет, то, что он о себе вам раскроет, это ключик к его душе, к его сердцу. Если вы поймете, вот прям зерно это увидите, да, поймете, что это, что конкретно, да, для этого мужчины вот самое главное, либо самое основное, к чему он стремится, либо наоборот, чего он боится. Девочки, все, вы можете этим мужчиной крутить, вертеть в хорошем смысле слова, да, то есть замечательные отношения, когда женщина, ну, как и положено, да, вот, ну, я не буду его обманывать. Если смотрят меня мужчины, простите за эту правду, но это так и есть. Всегда хорошие отношения, такие добрые, серьезные, они держатся на женщине. Потому что женщина, если она мужчину своего так изучила, прощупала, да, знает, где там надавить, где отпустить, умеет играючи, да, выстраивать отношения. Вот и у вас, мои хорошие девочки, будет вот такой ключик, вернее, возможность, да, за этот ключик ухватиться и дальше выстраивать свои отношения. Так, вот кто-то кого-то ждет, скорее всего, либо мать ждет сына, либо девушка ждет любимого. Может быть, кстати, дочь ждет отца. То есть здесь женщина ждет, а мужчина где-то летает в облаках.
ну, может быть, на самолете будет лететь, либо вы думаете, что он полетит на самолете. Может быть, где-то вообще далеко-далеко находится от вас человек. На этой неделе я не вижу возможности на то, чтобы вы встретились. Если вам озвучены даты, ну, это может быть там один из 100 всего лишь сможет добраться, и то уже там самый-самый конец недели, когда уже у нас там, наверное, сутки переходят на новую неделю. Вот. Но пока, понимаете, он над вами летает, вот это его желание тоже к вам приехать, с вами встретиться. Но вот пути конкретного нет. Чем-то этот путь прикрыт, может быть, закрыт, осложнен. Не вы виноваты, не этот человек. Ну, вот так складываются обстоятельства, так сложилась жизнь. Поэтому, мои хорошие, встреча будет, но, скорее всего, не на этой неделе. А у кого на этой, ну, это прям совсем уже в конце недели. Так. Еще важный момент касается разговора двух женщин. Здесь разговор двух женщин, причем они друг друга недолюбливают. Ну, вот как, знаете, я не могу сказать, что враги, там, соперницы, нет. Вот есть какой-то дискомфорт, либо какие-то претензии. Может быть, в принципе, вы говорите как на разных языках, вы друг друга не понимаете. Хотя, например, живете по соседству, либо эта женщина, ну, скажем так, вот ваша свекровь, да, мама, да, вторая мама. Вот. Я вижу, что вы будете с ней говорить, причем вы будете говорить за жизнь, за будущее. И эта женщина, вот она вам сделает какое-то предложение. Предложение касается, я не знаю, то ли места жительства, то ли, ну вот больше похоже на жилищные условия. Может быть, она вас поддержит в плане того, чтобы вы переехали. Либо она скажет: а давай поменяемся, ты там в мою квартиру въезжаешь, а я там в вашу, да, вы семья, вам нужно больше мест. То есть какой-то такой удивительный разговор, вы просто обалдеете и скажете: нет, и я не верю, это не моя свекровь, это какая-то совершенно другая женщина, да, либо там может быть бабушка вашего мужа, либо там может сестра, ну какая-то родственница. Вы скажете: нет, такого в принципе быть не может, это подменили, что произошло. Очень, кстати, вы с ней так поговорите, но у вас, вот честно предупреждаю, да, у вас все равно будет вопрос: а что же она такое затеяла? Откуда такая невиданная, да, щедрость у нее пошла? Но, мои хорошие, не напрягайтесь, да, на старуху бывает проруха, может, совесть заиграла, может быть, действительно, знаете, как что-то приснилось. Да? Ну, человечек вот решил. Не факт, что она не отменит свое решение, либо там передумает, но тем не менее, как бы разговор такой состоится. Что вам делать? То кивайте головой, соглашайтесь, а время покажет, как оно все там по местам станет. Так, еще у вас будет разговор, доверительный разговор, но здесь больше как мать с ребенком. Видите, маленькая фигурка и большая. Мама и ребенок. Может быть, еще младшие родственники ваши, да, там братья, сестры, может быть, внуки, да, у кого-то правнуки. Вот, будет какой-то очень доверительный разговор, где, ну, скажем так, ребенок, да, младший по возрасту вас, человечек поделится с вами каким-то секретиком, либо какими-то тайнами, может быть, своими страхами поделится. Вы знаете, мои хорошие, не игнорьте, это очень важно. Вот постарайтесь прям все запомнить. И понятно, что мы не психологи, да? Обычный рядовой человек, он не психолог, далек от этих моментов. Если вас что-то насторожит, либо какие-то сомнения закрадутся в вашу головушку, не поленитесь, погуглите, либо, если есть возможность, ну, я понимаю, что психологи очень дорого стоят, но попробуйте поискать, может быть, действительно проблема есть, да, ее можно решить. Но если уже ребенок младше вас по возрасту, человек идет с откровением к вам, значит, проблема действительно серьезная, и надо ее решать. Вот здесь, ну, нужно проявить инициативу и с этим вопросом поработать. Так, мои хорошие, здесь у меня какая-то тяни и толкай. Причем, скорее всего, это на работе, либо с какими-то рабочими вопросами связано. 2 человека. Ой-ой-ой. Один, знаете, как вправо, другой влево. Вроде как одно дело делают, а вместо того, чтобы что-то создавать, как разрывают это дело. Вот, это очень грустно. Грустно, что люди этого не понимают. И тут проблема, наверное, все-таки, да, кто кого. Стоит ли вам уступать?
Ну, если конечная цель того стоит, может быть, стоит и уступить. Если вы понимаете, что человек тянет на дно, в прямом смысле этого слова, тогда лучше уже как-то, может быть, там, грубое слово сказать. Да, пусть на вас обидится, но зато дело будет сделано. Кстати, может быть и не только работа, да, может быть, ну вот что-то тоже вот среди друзей либо родственников. Смотрите, один говорит одно, другой другое, а цель одна, подходы разные. И если сообща вот одинаково что-то делать, вы добиваетесь. А если один так, другой по-другому, да, вот это разрыв идет этой ситуации. То есть ориентируйтесь на конечную цель, если вы понимаете, что мое противостояние вредит, тогда лучше откажитесь от своей мысли, да, подчинитесь этому человеку, либо сделайте так, как этот человек просит. Если понимаете, что наоборот, ну тогда проявите силу, и чтобы у вас вот именно дело. Главное, чтобы дело срослось. Потому что дело очень, кстати, важное. У вас от этого дела, ну вот, ну то ли достаток идет, то ли какие-то бонусы, профиты, может быть, вы получаете что-то важное, ценное. Дело важно закончить, вот, чтобы вы на это ориентировались. Дальше, мои хорошие, здесь у меня первые какие-то росточки пошли, росточки. Может быть, вы огородик имеете, у вас какие-то прекрасные вот росточки пошли, прям тьфу-тьфу-тьфу, да. Не зря вы с этой рассадой занимались, не зря вы это все растили, вот как-то переживали, может быть, за урожай, как оно будет, погода, природа. Нормально. Вот придете, посмотрите, и прям сердце порадуется, да, что вот росточки эти пошли. Для тех, кто у меня занимался своей работой, может быть, сам на себя, либо каким-то увлечением, хобби, знаете, мои хорошие, начнет получаться. Получаться, вы порадуетесь, и настроение у вас поднимется, поймете, что все-таки как бы и руки у вас правильного места растут, и да, этим надо заниматься, не стоит это бросать, ну, это дело, либо это увлечение. Прекрасные росточки, это еще не ягодки, но уже у нас тут листики такие серьезненькие. Растет ваше дело, множится, не переживайте, все правильно вы делаете. Так, здесь у меня женщина, у которой 4 руки. 4 руки и рыбий хвост. Но честно, девчонки, будет у вас день такой, это где-то вот серединка недели, там среда-четверг, когда вам действительно нужно будет запасную пару рук приделать, плюс вы еще будете вынуждены, да, либо обязаны выглядеть на все 100. То есть за собой еще как-то последить, себя приукрасить. То ли, может, мероприятие у вас какое-то, может быть, у вас юбилей, день рождения, может быть, у кого-то, да, и вы будете помогать, то есть руки, да, задействованы, вы помогаете, вы делаете, стол накрываете, еду готовите, может быть, у деток какой-то праздник будет. То есть вы такая многоручница, и еще должны быть вот при параде. Ну, честно скажу, у вас получится. Ну, конечно, устанете немножко. Главное, не нервничайте, мои хорошие. И запомните, идеала не существует. Не существует. Наша природа не идеальна. И люди не идеальны. И все вокруг нас не идеально. На этом мы стоим. Если все будет идеально, знаете, такое все выхолощенное, такое все отмеренное, с какими-то идеальными пропорциями и прочее, прочее, это будет неинтересно, это будет скучно, и это будет очень-очень пресно. Поэтому, мои хорошие, за идеалом не гонитесь, гонитесь за индивидуальностью. Понимаете? Есть там всякие шеф-повара, да, они там долгие годы там тратят на выучку на свою, и ну, у них все как по стандарту, да, у всех там плюс-минус одинаково, и выглядит одинаково, там и подача, и манера, и рецептура. А есть люди, которые, ну вот на собственном опыте, по собственному вот этому чувству, наитию, да, создают какие-то невероятные шедевры. Да, вот кто социальными сетями увлекается, вот посмотрите, есть известные там повара-кондитеры, а есть люди, которые сами всему научились. Но кто более популярный, кого интереснее смотреть? Ответили себе на вопрос? Ну вот я и про это говорю. Индивидуальность, не идеал, а именно ваше неповторимое, ваш почерк, да, ваша индивидуальность. К этому стремитесь. Так, и не бойтесь, что кто-то будет что-то говорить и чем-то будет недовольным. Недовольный есть всегда и везде. От этого невозможно защититься. Ну, такой человек, понимаете, вот такой человек. Свойственно это людям. Так,
Кстати, у вас, кроме вот недовольных, также будет и очень много довольных людей, которые вас похвалят, комплимент вам сделают. Прям, знаете, как очень приятно будет, потому что люди будут честно смотреть вам в глаза и восхищаться вами, как вы умеете все организовать, как вы умеете там подать, украсить, какая вы изобретательная, красивая, умная женщина. В общем, очень много всего вы слушаете. Так, еще. Девочки, которые у меня свободные от каких-то тяжелых обременений в виде отношений. Значит, девчонки, тут какой-то ухажер у вас нарисовался. Честно скажу, невзрачный мужчина. Он такой вот, может, мелковат по росту, может быть, какие-то у него есть особенности фигуры, да, то ли такой миленький, то ли полненький. Мне почему-то вот идет образ, ну, вот на Карлсона похож. Карлсон, да? Но мужчинка проявит интерес, причем проявит его прям с какой-то помпой, да, так прям, знаете, там цветок там, в зубах, да, и он такой с этим цветком, приглашу я девушку на танго, да, какие-то такие выпады будут в вашу сторону, будет очень комично, очень комично. Ну, развлечетесь, посмеетесь, ну что, ну, все хотят любить, а вы такая прекрасная сердцеедка, да, на мужчину очень сильно подействуете. Вот. Ну, еще посмеетесь с ним, да, вот как-то развлечет он вас. Это не будет какое-то домогательство, либо какое-то обременение. Наоборот, это будет как-то легко, весело, интересно. Не могу сказать, что там на любовь у вас пойдет, там на дружбу. Нет, это просто хорошо проведете время. Да, вот получите удовольствие от того, что мужчина будет вас развлекать. Даже не ухаживать, а просто развлекать. Так. Здесь у меня еще одна история, вот связана скорее с какой-то большой семьей. Вот большая семья, много членов семьи, либо как-то много поколений вместе под одной крышей живут, либо люди будут встречаться под одной крышей, да, разные поколения одной семьи. Значит, мои хорошие, здесь какой-то будет, ну не знаю, разбор полетов, может быть, какие-то выяснения, кто главнее, кто менее главнее, кто кого должен слушать, там, мироустройство семьи и прочее, прочее. Какие-то нравоучения пойдут. Каждый что-то будет доказывать, каждый что-то будет там себя там, в грудь бить и говорить, да я, и прочее, прочее. Мои хорошие, вы на это все посмотрите и скажете, боже, что я тут делаю? Почему люди такие? Почему не могут договориться? Почему они не могут просто любить друг друга, уважать, ценить каждую минуточку в своей жизни, когда вот выпадает это счастье, все вместе встретиться. Значит, вы каким-то, не знаю, репликой, каким-то выражением, просто вот, ну, не знаю, 2-3 слова, и вы произведете фурор. Люди вот прям так замрут с вытянутыми такими лицами, да, с огромными глазами, с отвисшей челюстью, и все будут смотреть на вас. Вам удастся просто, да, несколькими словами привести всех в чувство, чтобы они не ругались, чтобы они не выясняли, чтобы не было этого балагана, а чтобы люди все-таки, ну, как к совести, что ли, зовете этих людей. Вот. И будет очень интересно, очень интересная реакция. Вот прям, знаете, такого легкого шока. Потом прям будете видеть, как они там пытаются думать. Но потом вот как-то все так скажут, ну да, ну ты права, ну что там, да, то что мы тут устроили. Вот. Ну как-то примирите всех, успокоите. По крайней мере, на вот эту недельку, да, у вас вот идет такое примирение, восстановление, спокойное общение между людьми. Конечно же, каждый останется при своем мнении. Но, по крайней мере, вот не будет вот действительно этих разборок и не будет этого трэша вокруг вас. То есть все спокойненько посидят, там, да, пообщаются, разойдутся. Нормально. Так, еще, мои хорошие, на работе. На работе у кого-то идет, ну, такая неделя, знаете, когда нужно будет делать выбор. У вас либо какие-то цели появятся, либо какие-то задачи вам будут поставлены, либо какое-то решение руководства вам будет озвучено. И я вижу, что вы давно хотели делать выбор, но именно конкретно на этой неделе от вас потребуют ответа, либо ситуация потребует от вас, ну, такого радикального решения. Я вижу, что вам нелегко, и даже настроения нет на то, чтобы решение принимать. У многих какая-то даже вот апатия легкая пойдет.
Ну, типа, я никого не трогаю, меня, пожалуйста, никто не трогайте. Но решение все-таки придется принять. Я вижу, что у вас есть хороший советчик, либо появится хороший советчик, который даст очень классный совет. Послушайте этого человека. Конечно же, не стоит вот прям слепо доверять чужим там словам, подсказкам, но прислушаться к этому человеку стоит, потому что этот человечек знает что-то больше, чем вы, какой-то информацией владеет, с кем-то он там связан, подвязан. Вот послушайте этого человека. Послушайте и после этого принимайте свое решение. Я не могу сказать, насколько там хорошо будет ваше решение, насколько оно будет правильное, адекватное. Я лишь только одно могу сказать, что это решение вам откроет дорожку в новую реальность, да, в новые возможности, либо в вашу новую роль, ну, вот в жизни, да, особенно в работе, в вашей деловой жизни. Все нормально. А у кого будут какие-то сложные экзамены, может быть, либо какие-то разрешения вы будете получать. Мне почему-то идет, что вас испытывают, да? То есть это больше похоже на экзамен. Экзамен, что-то вы сдаете, может быть, вы учитесь, может быть, вы, не знаю, на права получаете, либо какие-то допуски получаете. Мои хорошие, вот энергия недели вам очень хорошо поможет. Вы придете, спокойненько придете, вы будете отвечать достойно. Вот тот, кто будет вас спрашивать, да, либо с кем вы будете общаться, человек вами просто восхитится, да, насколько вы уравновешенный человек. Хотя я вижу, что вы не такие, я вижу, что вы нервные, что вы переживательные, а вот именно в эту неделю вы очень спокойны. Вы придете, пообщаетесь, на вопросы там ответите. Человек вами восхитится и скажет: боже, ну просто прелесть. Ну вот как такому человеку не поставить хорошую отметку, либо не подписать эту лицензию, либо допуск, либо права там, да, одобрить. То есть как-то вот произведете впечатление, очень хорошее впечатление произведете. Так, еще у кого есть мужчина, который все время вам пишет. Вот он пишет почему-то. Даже не говорит, а пишет. То есть любитель, писатель такой мужчина. Я так понимаю, что этого мужчины какое-то время не было с вами на связи. И вот здесь, на этой недельке, мужчинка объявится. Объявится, как будто бы ничего не происходило. Начнет вам опять писать, спамить, значит, вас своими сообщениями. И врать, да, ну что тут скрывать. Он такой интересный, у него очень длинный язык, значит, врет он очень много. Вот. Плюс сам он такой с рыбьим хвостом, да, то есть как бы себя еще приукрашает. Вот. Ну, вы как-то спокойненько к этому всему отнесетесь. Но знаете, как он вам правда не скажет, где он был, почему его так долго не было, по какой причине он там вас блокировал. Конечно же, он вам там что-то напишет, какие-то сведения вам даст. Но это все будет такое, знаете, делите на 5. Да, не ошибетесь. Вот. Как-то вы спокойно к нему, вы переживали, я вижу, что вы переживали, а когда он начнет опять писать, вы так скажете: ну что, пишет, ну пусть пишет, да. У вас даже какого-то желания не будет вам писать. А на него это произведет какой-то просто мега-эффект. Почувствует он, да, что запахло жареным, что что-то сзади уже у него подгорает, да, и он начнет более активизироваться. Возможно, начнет вам предлагать встречи, какое-то более близкое там, да, общение, прочее. Ну, а вы уже будете думать. И если хотите этому мужчине отомстить, ну, вот ваше поведение, вот это молчаливо-спокойное, оно просто идеально, да, вот этого мужчину на место поставит. Так. Кому-то еще идет то ли подарок, то ли посылка. Ну, больше, конечно, на посылку похоже. Посылка, передачка, может быть, даже какая-то идет. Что-то вам будут передавать. Да, вот прям. И я хочу, чтобы вы понимали, тот человек, который вам передает, он это делает с любовью. Как-то, вот знаете, с любовью там что-то складывает, либо готовится с любовью, там заказ делает с любовью. Действительно, человек вас очень любит, чем-то этот человек перед вами виноват. Ну вот есть у него это чувство вины перед вами, вот как будто бы не додал, ну что-то не так сделал, либо как-то не так с вами говорил. И вот этой посылочкой этот человечек, он, ну как проверяет, да, если вы принимаете, значит все, путь открыт. Дальше можно более активно к вам проявляться.
Вот. Это, кстати, может быть не только мужчина, это может быть и женщина. Может быть, вы с мамочкой своей поругались, да, либо с детками там что-то не ладится. И вот они через эту посылочку вам вот шлют действительно привет сердечный и будут смотреть на вашу реакцию. Если вы хотите общаться, если вы хотите, чтобы эти отношения наладились и вышли на новый уровень, пожалуйста, сразу же при получении вот прям позвоните этому человеку, там, либо напишите, я не знаю, в каком формате вы общаетесь, и поблагодарите. Поблагодарите. И все вот пойдет у вас общение. Опять, вот знаете, когда будете нагонять то, что вы, скажем так, потеряли, да, вот время, когда вы не общались. Так, мои хорошие, вот кому-то идет нервотрепка. Нервотрепка, но она не состоится. Здесь нервотрепка связана то ли с соседями. Кто-то буйный, и, скорее всего, под алкоголем. Вот. Только вы соберетесь пойти там ругаться громко матом, да, и нервничать, и выходить из себя, вот мне почему-то идут люди, то ли в форме, то ли в погонах, да, какие-то люди придут, и вот этого дебошира, буяна прям под белые рученьки, да, и, как говорится, в неизвестном направлении. Вот на этой неделе вот не тревожит ваш покой, понимаете? Вам дают отдохнуть, вам дают передышку. Возможно, следующая неделя потребует от вас каких-то колоссальных усилий, либо как-то события будут ярко развиваться. Но в эту неделю у вас больше как отдых идет. Отдых, созерцание, умиротворение, успокоение. Вот что бы вы ни делали, чем бы вы ни занимались, это все будет спокойно, в таком каком-то нулевом режиме, наверное. Нулевой, конечно, нет, загнула. Где-то там единичка, двоечка, там, максимум, да, максимум двоечка. Спокойненько, размеренько, как водичка течет, да. Так, по поводу денег вот не сказала, да. Честно, вот деньги нам не показали. То ли для вас это будет не главным, то ли вы об этом думать не будете, то ли вам будет достаточно. Достаточно на то, чтобы жить, покрывать свои расходы, и в принципе особо не париться по этому вопросу. Если вы каких-то денег ждали, то есть вам были обещаны какие-то платежи, какие-то выплаты, может быть там по контрактам оплата, либо перечисления, там, зарплаты даже, может быть. Если и будет, то самый конец недели. Вот. Вы как-то в этом вопросе, несмотря на то, что не все вы там люди обеспеченные, да, вы как-то вот спокойно, вы знаете, чего вы ждете. Вот. И вы особо, скажем так, по этому поводу не загоняетесь. Это хорошо. Потому что вам нужно действительно порелаксировать. Вот у кого-то прям упадок сил какой-то, наверное. Либо человек уже себя вот прям потратил, очень сильно потратил, да, какой-то износ колоссальный идет. И вам очень важно восстанавливаться. Если вы живете около водоемов, море, река, не знаю, там какое-нибудь болотце даже, да, постарайтесь походить там рядом, погулять. Вот наполнится энергетика. Если такой возможности у вас нет, девочки, ванна, либо душ, вот это все тоже подходит. Там летний душ можно, да, там просто там на огороде там поливаете, да, и себя не забудьте там ножки полить, да, побрызгайте на себя свежей водичкой. Вот это вот хорошо помогает, это очень хорошо восстанавливает. Люди гоняются за какими-то сумасшедшими там рецептами, заговорами, какой-то там магией. Вот. А все очень просто. Девочки, луна, вода, земля, деревья. Вот она, настоящая магия. Вот они, суперсредства, да, супер там таблетки и супер исцеление. Вот рядом. Просто пойди, возьми, да, либо постой, либо прикоснись. Там ищите спасение. Вот. Так что кому надо, кому актуально, озадачьтесь этим вопросом и полечите себя, восстановите себя, наполнитесь энергией. Для вас это важно, мои хорошие. Так, на этом все. Спасибо всем за внимание. Всем пока-пока.